За всю свою эволюцию человечество построило огромное количество ступ и пирамид. Строили, понимая, что строят и для чего строят. Значение и истинный смысл ступы велико. Нужно быть очень образованным ламой, чтобы объяснить двумя словами их глубинный смысл. Одно ясно, что ступы нужны нам, живым смертным, а не усопшим, для возрождения в наших душах истинного смысла религиозного учения. Они способны гасить нашу негативную энергию, которую в силу своего неведения и невежества мы выплескиваем наружу. Эта ступа построена недавно, летом 2007 года. Посвящена величайшему ламе практику 19 столетия Жанчип-От, более известному в народе как Намнане. В начале 2007 года на месте, где сегодня стоит эта величественная ступа, равной которому нет в Забайкалье, да и во всей России, стоял лишь кол, воткнутый главой традиционной буддийской самки России Дамбоя Уишеевым. Членам инициативной группы предстояла большая работа. В голой степи, где нет электричества и воды, нужно было воздвигнуть ступу высотой более 10 метров. Нужны были средства, техника и, наконец, вера. Положение осложнялось еще и тем, что многие не знали, кто такой Намнане. Нужно было разъяснить людям, кто он. Было подготовлено большое количество пособий о великом ламе. Был подготовлен фильм о Намнане. Диски с фильмом и пособия были бесплатно распространены не только в Агинском округе, но и по всей территории России, городам Иркутск, Москва, Санкт-Петербург. Фильм о Намнане, благодаря директору ГТРК Чита Галине Каманиной, был показан в эфире читинского телевидения. Позже был дважды показан по эфиру Республики Бурятия. Статью о Намнане написала Саяна Юшеева и напечатала в газете «Аргументы и факты». Членам инициативной группы запомнилась поездка в Волгинский Дацан, в апартаменты главы буддийской самки России Дамбоя Уишеева. Получив благословение на строительство, начались работы по закладке фундамента будущей ступы. Люди, узнавшие о великом Намнане, отозвались. Пожертвования исчислялись сотнями тысяч рублей. Ступа в основном построена на пожертвования народа. Объект большой, стоимостью 1,8 миллиона. Это все на добровольных началах, на пожертвования народа. С пониманием отнеслись представители власти. Незнакомые нам люди в мешках привозили камни. Некоторые приезжали и совершали священный обход вокруг еще не готовой ступы. Это истинная вера. Ламы Агинского и Цугульского дацанов во главе с Дитхом Баламой по Читинской области и Агинскому, Бурятскому, тогда еще автономному округу Цареном Дамдукбаевым, которому принадлежала идея строительства ступы Намнане, постоянно курировали строительство. Строительство ступы было признано народной. Принимали участие представители организаций и служб поселков Агинская, Магойтуя. Постоянно помогали жители близлежащих сел Усть-Нарин, Саган-Улы, Саган-Шулутай. Для изготовления глиняных статуэток Будды в нескольких местах были созданы специальные бригады,
Применяли особую глину и, зажигая благовоние, читая молитвы, лепили статуэтки старики, женщины и дети. В ходе строительства встречались трудности. Заканчивался цемент, гравий. Все это нужно было подвозить с Агинского, а это 120 километров пути по разбитой дороге. Когда ступа набрала определенную высоту, появилась нужда в автокране. Все это нужно было искать, у кого-то просить. Ты его на несколько дней, слушай, 3-4 дня, да, я с крамщиком. Субарган там вот это делает, буддийский. И там он будет, он там поживет, там его все покормить, поить. Да, решил. В середине всего строительства был организован специальный молебен для улучшения внутреннего взаимопонимания и успеха. Дело пошло на лад. Был установлен 40 шин, живая ось всей ступы. В начале августа ступа обрела свои очертания. Начался молебен по закладке необходимых атрибутов внутрь ступы. Закладка началась днем, длилась всю ночь и закончилась только к полудню следующего дня.
Таким образом, в ступе затеплилась живая душа. После того, как был установлен шпиль, был организован воскресник по уборке территории, построили ограду, побелили. Настал долгожданный день освящения ступы. Это было 27 августа 2007 года. Со всей России собралось более 60 лам и около 1000 прихожан и верующих. Было сказано много добрых слов и напутствий. 이게도 보자 이래도 살아가 보자 아메라 이거 내린 것도 대신 모르고자 아그이 뭐야도 현존도 되니까 이거 맞던 거에 이거 약다 이거 나름 알고서 야원도 이거 하나 답이셔야 됩니다. Во время освящения ступы высоко в небе вдруг появилось множество птиц. Они, подобно людям, совершающим священный обход, также кружили над ступой по ходу солнца. Это явление удивило многих. Еще выше появилась свечащаяся белая точка. Многие из нас приняли белое пятно за птицу, но тщательно вглядевшись, мы поняли, что это не птица, а нечто внеземное. Таким оно оказалось, когда мы увеличили в несколько раз. Пятно не совсем белое, а по краям отчетливо видны другие оттенки цветов. Мы до сих пор не знаем, что это были за птицы и что означало белое пятно, но одно мы поняли, что лето мы зря не потратили и что ступа построена правильно по всем буддийским канонам и правилам.
Позже один из лам скажет, что среди множества лам обязательно находится один просветленный, и что птицы прилетают по его желанию. Среди множества находится один, имеющий сверхспособности, а птицы – это не журавли, о которых мы гадали раньше, а орлы, огромные орлы, которых почитают в Тибете как божественных птиц. На бурятском языке их называют тас-шубон. В энциклопедии они значатся как орлы-ягнятники. Сегодня, глядя на эти кадры, нам остается лишь гадать, кто же из этих лам мог обладать сверхспособностью. Поистине, мир, в котором мы живем, уникален, и закон ее до сих пор мы не усвоили. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि Нас окружает мир, полный таинства. Вглядитесь в эту фотографию. Здесь запечатлен момент, когда готовилась к установке статуи Майдари в Цугульском Дацане. И здесь мы видим таинственные ажурные круги, однако эти круги по форме своей не плоские, а сферообразные. Они движутся. В сумерках выдержка цифрового фотоаппарата автоматически увеличивается. Это смазанное пятно явно двигалось. А эта фотография снята совершенно другим фотоаппаратом и совсем в другом конце планеты, в Таиланде. Как видим, структура пятна имеет в точности такой же ажурный рисунок, что был в Цугульском Дацане. Таинственные круги или шары – это сгустки энергии живой души. Таким телом мы будем обладать в тонком мире. Наше собственное «я» – это и есть наша душа. Об этом феномене написано в газете «Забайкальский рабочий». Но пока, блуждая в этом мире, теряя рассудок от алчности и страсти, мы напрочь забыли свои моральные ценности и устои, делающие нас человеками. Сегодня мы переживаем эпоху четвертого Будды, Будды Шакьямуни Гатамы. Учение каждого Будды длится 5000 лет. 5000 лет, на протяжении которого длится учение одного Будды, делится на 10 отрезков времени по 500 лет каждый. Каждый 500-летний отрезок имеет свое название и свойства. С уходом каждого отрезка времени добродетель человечества уменьшается. Сегодня мы переживаем 7-й отрезок времени – Сультим. Мы, живущие в 7-м отрезке, можем лишь принять тот или иной обет, и нашей добродетели хватит лишь на праведное соблюдение взятых на себя обязательств. Однако, это еще и время, когда нам следует читать и усваивать истинный смысл учения Будды. Тот, кто свою жизнь посвящает серьезному изучению Дхармы, то есть учению Будды, может достичь глубоких познаний и накопить себе гораздо больше добродетелей. Такие люди, как Хамбо и Тегилов, обладали добродетелью, свойственных ламам более раннего периода. Нам, живущим в настоящем времени, не знающим прошлого и не ведающим будущего, остается лишь пытаться соблюдать заповеди 10 добродетелей. Их всего-то 10. Всего 10 пунктов, которые составляют основу нашей нравственности.
Мы обязаны их соблюдать, потому что мы люди, а не животные. 10-й 500-летний период Тагзам-Зимба – это самая низшая точка развития духовности. Тогда-то Будда грядущего взойдет на трон Майдари, чтобы распространить свое учение в течение следующих 5000 лет. С этой точки начинается подъем духовности. Радналама, который рассказал нам об этом, добавил, что это лишь теория, а не закономерность. В жизни 5000 лет могут растянуться и наоборот, сократиться. Все зависит от нас самих, от нашей добродетели. Природные катаклизмы, которые сегодня участились, наводнения и засуха, пожары и катастрофы, мертвые леса и обглоданные ножом бульдозера горы – все это результат нашей с вами бездуховности, равнодушия и неведения. Время стало таким стремительным, что мы едва успеваем свои дела за день. Время сжалось, и этому пытаются дать объяснение некоторые ученые, не руководствуясь законами причины и следствия. Атеизм, который продолжался свыше 70 лет, еще долго будет порождать страдания неведения. А последствия неведения приносят втрое больше страданий, чем от прямого зла и ненависти. А эти молчаливые ступы видят и тонкие, и грубые миры, видят одновременно и нас, и души параллельных миров, которых мы в силу своего незнания назвали пятнами. Эти ступы живы, ведь наши ламы вдохнули в них жизнь. Ступа – это не памятник, построенный в чью-то честь, а объект поклонения, поклоняясь которому мы очищаем свои души. Во-вторых, перед закладкой фундамента под каждую ступу кладут бумба, внутри которого находятся необходимые атрибуты. Это разные драгоценности – золото, серебро, кораллы и так далее. Этим мы одариваем души хозяев местности, воды и гор. Значит, благодаря молитвам наших лам, ступа служит своеобразным мостом между параллельными мирами. Ступа Намнане живет и ожидает своих паломников. Паломники шли сюда всю осень и зиму. Об этом свидетельствует это количество топленого масла, оставленное ими. Ближе к лету, перед выездом на Алханай, обязательно следует посетить ступу Намнане, так как ключи от Алханая находятся здесь, на малой родине Намнане. Намнане, который силой своей медитации одарил нас чистейшим аршаном Алханая. Когда-то рядом с Цугульским Дацаном на месте, освященном великим Намнане, стояла ступа, которая, по словам старожилов, способствовала вылечиванию рака. Но эта ступа разрушена, а место, где стояла ступа, все еще имеет ту чудодейственную силу Намнане. В скором времени ступа будет восстановлена. Наш следующий рассказ о вновь возрожденной ступе Намнане у Цугульского Дацана.